Рахмат. Талант Турмаматович, я абсолютно согласна с Натальей Владимировной и хотела бы сказать, что такие вопросы в повестку дня должен тоже вносить спикер. Вы видите, что происходит на сегодняшний день? Никто, даже я, в стенах парламента, будучи девушкой, не чувствую себя в безопасности. И эту мою безопасность, в первую очередь, подрывает как раз-таки, получается, верховенство власти, верхушка власти, которая, к сожалению, на сегодняшний день, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, привело это все к тому, что на местах наши граждане тоже уже перестали соблюдать законы, жить по совести. Это все начинается с нас. Поэтому, Талант Турмаматович, вот подобные вопросы я понимаю. К сожалению, Айзада не дочка какого-нибудь высокопоставленного чиновника. К сожалению, Айзада обычная девочка. И мне очень жаль, что вот такие вопросы вы, в первую очередь, не поднимаете. Мне очень жаль, что опять это приходится делать, к сожалению, неравнодушным женщинам, неравнодушным мужчинам. И мне очень жаль, что Айзада не оказалась дочерью какого-нибудь чиновника. И что такое происходит все время. Это только те случаи, которые выходят, которые стали известны обществу. А сколько тех судеб, которые сломали? Вот так вот просто украли как какую-то вещь и убили. А сколько изнасилованных, избитых? Сколько это может продолжаться? Ну сколько, скажите? До каких пор? Мы все время заняты только политикой, а когда мы будем заниматься экономикой, когда мы будем безопасностью людей заниматься? Ну сколько уже можно? Я очень попрошу, Талант Турмаматович, пожалуйста, не игнорируйте эту ситуацию. Вы как спикер парламента в первую очередь должны были поднять и включить в повестку дня эту инициативу сами. Рахмат. Рахмат. Айсулу Турзбековна. Сунуштарды кабыл алабыз. Туура айтып атасыз. Бул маселе бүгүнкү күнү Кыргызстандын бардык жарандарынын көңүлүнүн чордонунда турат. Бардыгыбыз тынчсыздандуу менен ушул маселени карап, жүрөгүбүздөн сүзүп өтүп турат. Албетте, бул чоң трагедия бардыгыбыз үчүн. Ошондуктан бул маселени сөзсүз күн тартибине киргизип карайбыз. Бирок бул коллегиалдык орган, жогорку кеңеш. Мен силерге мүмкүнчүлүк берип атам. Оюңарды айтканга, албетте бул маселени каралганда өзүбүздүн ар бирибиз оюбузду айтабыз. Алтынчы микрофон. Рахмат Турмаматович, я бы все-таки хотела сказать уточняющую вещь. Я как председатель форума с Талантом Турмаматовичем разговаривала, и у него просто, например, на сейчас нет возможности первому это заявить, потому что он сначала должен выслушать всех депутатов, только после этого сделать резюме. И то, что мы говорим о том, что это коллективное решение, рассматривать какие-то вопросы, на самом деле это согласно регламенту. Но я хотела не по этому поводу. Дело в том, что помимо того, чтобы мы заслушали информацию Министерства внутренних дел и самого руководства, я бы хотела, чтобы здесь был министр образования, потому что это нравственные вопросы. И хотелось бы услышать, какая работа вообще проводится по поводу вот, непрекращающихся вот этих случаев. Какая воспитательная работа проводится. Потому что это должно быть включено в программу обучения. И это очень важно. Если мы не научим людей думать правильно, и если наши молодые люди не понимают таких ценностей, о том, что это должно быть уважение, это должно быть взаимное согласие при заключении брака, мы не изменим ситуацию, даже если мы накажем всех министров, какие есть. Поэтому, я думаю, изначально это должна быть воспитательная, нравственная работа. И министра, пожалуйста, образования тоже пригласите, пожалуйста, на заседание. Спасибо.